Матушка любимая как-то перед сном рассказала сказку мне о селе родном. Жил купец отважный, отправился он в путь, у березы белой прилег он отдохнуть. Легенду, что легла в основу песни, с детства знает каждый житель этого села. История о купце, что нашел в ветвях березы икону Николая Чудотворца. Отсюда и название Никола Березовка. Самый старинный населенный пункт в Башкортостане, на 24 года старше самой Уфы. На протяжении 5 веков здесь был крупнейший порт на реке Ками, самый большой православный храм в республике. Но кровавые события 20 века едва не стерли Никола Березовку с лица земли. Гражданская война, раскулачивание, расстрелы. Память о трагической эпохе теперь хранят эти заброшенные купеческие особняки. Улица Большая Купеческая. Первое, что приходит на ум – мертвый город. Такой местный Silent Hill. И подобного мы раньше не видели нигде в республике. Целая улица из роскошных, но заброшенных особняков. Вот они глядят пустыми глазницами окон. И за стенами каждого из них человеческие трагедии, что разыгрались здесь больше 100 лет назад. Полностью был разрушен цоколь. Основания у дома не было. Крыши тоже не было, она обвалилась. Дом купцов Сюткиных – один из тех, что совсем недавно удалось восстановить. И его история впечатляет своим драматизмом. Известная фраза о гражданской войне, когда брат шел на брата, а сын на отца, для этой семьи стала страшной реальностью. А вот это я на руках у бабушки Сюткиной Марии Николаевны. Людмила Клещева – прямой потомок этого рода и о событиях тех лет помнит по рассказам бабушки. Хозяин дома, купец Иван Сюткин, до революции жил в Николо-Березовке с женой и дочерью. Торговал обувью, конной сбруей, дровами. И здесь же, в пристрое здания, поселился его брат Александр с семьей. Как это часто бывает, один побогаче, второй победнее. Революция перерубила даже крепкие семейные узы. Получилось так, что Сюткин Александр Иванович, он вступил в ряды Красной армии. А вот второй, его родной брат, Сюткин Иван Михайлович, вступил в ряды Колчака. И в результате этого семья раскололась. Составляя родословную своей семьи, Людмила Михайловна изучила сотни архивных документов. Например, перепись населения 1816 года. Ей удалось отследить судьбу всех своих родных. Сын Александра, что пошел по красной линии, стал первым пионером в селе. А семью Ивана, что последовал по белому пути, признали врагами народа. Сам же он с остатками армии Колчака попал в Японию, откуда всю жизнь хотел вернуться в Николо-Березовку, но так и не смог. Раз у них отец Иван Михайлович считался врагом народа, то и они также. Они не смогли просто тут жить и переехали в Мазунино. В начале 20 века Николо-Березовку называли хлебной столицей Прикамья. Почти у каждого купца здесь была своя баржа, амбары с зерном и даже собственные пристани. Неудивительно, что большевики, наложившие запрет на частную собственность, именно здесь встретили серьезный отпор. Мост через речку Березовку, раньше он стоял вот на этих железных опорах. До революции его разбирали и собирали вновь каждую весну, чтобы пропустить баржу с зерном к мельнице, которая располагалась ниже по течению. А уже в годы гражданской войны здесь развернулись ожесточенные боевые действия. И этот мост несколько раз переходил то к красным, то к белым. Основное движение судов проходило по реке Ками, и здесь причаливал даже царский теплоход. Село дважды посещала княгиня Елизавета Федоровна, сестра последней русской императрицы Александры Федоровны. Пристань была, вот там вот лес начинается, вот в царское время приходили пароходы, и они стояли часа по 2. Значит, пассажиры выходили, гуляли по берегу. Журналист Федор Бреднев родился в Николо-Березовке и в советское время жил в одном из домов на Купеческой улице. Кажется, что здесь он знает тайну каждого кирпичика. Это мы проходим мимо бывшего амбара купеческого. Значит, в советское время этот амбар был превращен в кинотеатр, где я начинал работу художником и киномехаником. Увлекаясь краеведением, журналист записал рассказы местных старожилов и выпустил книгу о селе. А еще сделал серию уникальных фотоснимков с вертолета и колокольни Троицы-Никольского храма. Вот этот снимок снят мною отсюда где-то 50 лет назад. И вот я сейчас стою, вот вижу, что этих домов уже нету. Между этими кирпичными домами были деревянные, они составляли единое целое.
Прямо в здании церкви работает историко-краеведческий музей, а потому любой желающий может подняться на смотровую площадку под куполом. От вида, что открывается отсюда, буквально захватывает дух. Здесь дуют ветра сразу 3 регионов – Башкирии, Удмуртии и Пермского края. Высота храма 61 метр, и сейчас мы находимся на самой высокой колокольне в республике. Отсюда хорошо виден другой берег Камы. Это уже Удмуртия и другой часовой пояс. И там же можно разглядеть еще один храм, который находится в удмуртском селе Галаново. Именно дата основания Троицы-Никольского храма 1550 год считается и началом жизни села. По преданию, построить церковь на берегу повелел Иван Грозный. Как рассказывает легенда, незадолго до этого суда купцов Строгановых здесь неожиданно встали посреди глубокой реки. В совершенно тихую безветренную погоду у них остановились суда, и они вышли на берег. И на берегу, около этого озера, вот им икона и явилась. Николая Чудотворца на березке. Они помолились пред ней, и когда вернулись на свои суда, то пошли с прежней легкостью. Икона на берегу оказалась вполне реальной, очевидно, оставленной на дереве отшельником. Купцы возвращались к ней не раз, а слава о ее чудесных свойствах разнеслась по всей стране. Уже после строительства храма икона хранилась в нем сотни лет и лишь в советские годы была украдена. Сейчас здесь находится копия той иконочки. Вот здесь даже написано точная копия, что в селе Николо-Березовского Бирского уезда. Храм оставался сердцем села на протяжении нескольких веков, и ему же, как символу прежней жизни, особенно досталось в советское время. Вот эти трещинки, которые проходят по наружной стороне, и вот здесь вот внутри, это с тех времен, когда сбрасывали колокола. И самый тяжелый 3 тонны. Когда упал, то от его удара по всей колокольне пошли трещины. Церковь превратили в пекарню, склад, а затем, как и почти все православные сооружения в стране, она оказалась на грани полного разрушения. Лишь в 90-е началось восстановление. Увидеть, как на звонницу поднимают новые колокола, в 96-м собралось более 5000 человек. Спустя почти 100 лет церковный звон вновь разнесся над Николо-Березовкой и над Камой. У меня здесь бабушка жила, при ней сбросили, а при нас уже, при внуках, заново восстанавливали храм и поднимали колокола. Конечно, это было возрождение и души каждого православного человека. С этой стороны был чугунный пол. И вот тоже осталось 4 плиточки. Мы их здесь вставили для того, чтобы можно было соединить нашу историю. В эпоху общего атеизма многие местные жители все же сумели сохранить и веру в Бога, и некоторые иконы, рассказывает настоятель храма отец Алексий. Изображения святых хранили на чердаках, в подвалах, ведь за это могли арестовать. Но когда началось возрождение, начали возвращать их в храм. С одной из икон, как уверены прихожане, связано настоящее чудо. Она была совершенно темной, текста не видно было совсем, и только видно было, что борода, и немножечко лик видно было. И вот в течение 25 лет иконочка сама собой просветлилась на глазах всех наших прихожан. Еще одно удивительное место – руины на территории бывшего Камско-Березовского монастыря, что тоже находился в селе до революции. Сохранилась единственная его фотография. Ни одна из деревянных построек монастыря не дожила до наших дней, но по-прежнему стоят своды храма в честь Серафима Саровского, которые начали, но так и не успели достроить монахи. Сам храм был уже действующий, вот эти нижние этажи. Здесь шли службы, и Елизавета Федоровна, она приезжала и участвовала в этих богослужениях. Внутри там было почти 5 метров, эти своды достигали. Вот, соответственно, это все ушло под землю, уже намылось. В советское время на домах раскулаченных купцов появились красные звезды. Где-то разместили Госбанк, где-то больницу, а здесь, в особняке самого богатого купца Степана Дедюхина, устроили сначала педучилище, а потом детский дом. Сейчас от него остались только стены. Мы еще в 80-е годы видели все, что оставалось. Лепнина на потолках возле люстры, камины, допустим, да. Кто-то застал мебель. С этим зданием связана история, достойная приключенческого романа. Здесь был найден настоящий клад. Несколько лет назад в Николо-Березовку приехал мужчина, рассказывает сотрудник районного краеведческого музея Елена Некрасова. И во время экскурсии он поведал, что был выпускником этого детского дома. Он вспомнил, как они играли во дворе в футбол. Стена постройки служила им воротами. Ребята пинают мяч стукается. Мальчишки слышат, что звук пустой. И вот они, значит, сумерки наступили, пошли ковырять. В общем,
расковыряли и нашли столовое серебро. Они, естественно, значит, это все попрятали там у себя по комнатам. Ну что, мальчишки, дети, давай обмениваться. Естественно, дошло это до преподавателей. У них это все конфисковали. Куда это потом все делось, неизвестно, конечно. В 80-е годы вся историческая часть Николо-Березовки и вовсе должна была стать дном Нижнекамского водохранилища. Власти планировали затопить эту территорию и начали расселение жителей. Всех стали насильно переселять. Со слезами. Одна жительница, к ней вот приходили, все, давай выселяйся, выселяйся. Она говорит, ну куда я козу делаю? И какой-то местный житель ей сказал, говорит, да куда? На балкон. Повышение уровня водохранилища в итоге отменили, а старинные особняки так и остались пустыми. В последние годы некоторые из них удалось восстановить. Сейчас здесь 2 гостиницы, ресторан. Территорию облагораживают по бюджетной программе. Обустроили набережную с пешеходным спуском. В планах вернуть улице Купеческой исторический облик, выложить брусчаткой. А еще в этом году Николо-Березовка выиграла федеральный грант на развитие. И здесь собираются восстановить пешеходный мост. С Парка Победы до храма будет устройство пешеходного моста через обе реки. Тем самым мы закольцуем историческую часть. Вот это вот механизм, ножной привод на ремне и ткань, и все. Это швейная машинка «Зингер». Швейная машинка, на которой шили платья купеческие жены, или трюмо, в зеркало которого смотрелась богатая барыня. Здесь, на блошином рынке в Николо-Березовке, хочется остаться на целый день, чтобы как в музее разглядывать каждую деталь. Впрочем, это и есть такой народный музей. Все вещи сюда приносят жители села, ничего здесь только нет. Старинные санки, велосипеды, холодильник, которому 70 лет и который, кстати, еще работает, и совершенно потрясающая коллекция кукол. Здесь проезжал англичанин, он брал нашу русскую старину, а нам отдавал в 70-е годы Европу. И мы тоже скупаем европейские игрушки. Вот вы попробуйте подержать его. Какая тяжесть, да? Владелец рынка, военный пенсионер Альберт Харипов, говорит, его давняя идея получила реализацию благодаря местным жителям. И главное в этом проекте – сохранение исторической памяти о селе. А помните, в каждом доме были фотографии на стенах у бабушки. Фотографии семейные, ностальгия. Это такое чувство, что люди идут и смотреть, радуются, увидев как вещь, что у них в детстве это было. Сегодня большинство купеческих зданий на берегу Камы по-прежнему остаются заброшенными. В администрации района готовы предоставить их в длительную аренду тем, кто захочет восстановить – предпринимателям, местным жителям. Но очевидно, что реконструкция обойдется в круглую сумму, и 9 особняков все еще ждут своего шанса, которые тают с каждым днем. Вот в таком виде я застал в то время эту работающую больницу. На том же месте спустя 30 лет художник Рауф Ахмедгараев вновь пишет картину, на которой дом купцов Шишкиных. Вот только разница впечатляющая. Тогда действующая больница, сегодня почти руины. Постепенно исчезающее это красивое здание. Я хотел бы, конечно, чтобы это здание не дали полностью рухнуть. Это же история. И все-таки местные жители верят, что многовековую историю села удастся сохранить, и что манящая туристов улица-призрак станет еще более привлекательной, когда в эти дома вновь вернется жизнь. А сказка до сих пор живет для тех, кто верит, тех, кто ждет. Пусть происходят чудеса.